Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна Шабардина. Вы находитесь на канале, который посвящен академической музыке и искусству для людей, желающих понять разницу между развлекательной музыкой и серьезным симфоническим творчеством. Развлекательная музыка понятна всем, без какой-либо подготовки. Серьезное искусство должно быть понято массово, ведь существует оно не для элиты, а у каждого есть возможность сделать шаг в серьезную музыку. От слушателей требуется желание и подготовка. К примеру, сегодня будет разговор с композитором Зигановым о создании его 4-й симфонии Салават Юлаев. И чтобы лучше понять ее, нужно знать историю Башкортостана и биографию национального героя Салавата Юлаева. Дорога от создателя музыки до нас, слушателей, делится пополам, и слушатель должен свою половину пройти сам. Расскажи о 4-й симфонии. Что тебя подтолкнуло к написанию? 4-я симфония. Ну, она, в принципе, такая очень традиционная для Башкирии. Это произведение написано в юбилей, какой-то очередной юбилей нашего народного героя Салавата Юлаева. И я посвятил эту симфонию Салавату Юлаеву. Называется она «Песнь Салавата Юлаева». Это опус 58, написана, вернее, окончательно завершена она в 2003 году. В основном тоне А. Такой торжественный, праздничный тон. Почему Салават Юлаев? У нас все посвящено этому единственному башкирскому народному герою. У нас симфонии, картины, города, улицы, спортивные клубы. Ну, потому что более нет героя такого уровня. И все стремятся, значит, ну, как бы угодить. Но связано это не столько с какими-то там политическими, патриотическими соображениями, скорее это чисто материальные соображения. Дело в том, что у нас есть различные конкурсы Салавата Юлаева, в которых довольно-таки приличные премии. У нас есть самая крутая государственная премия имени Салавата Юлаева. И это все подвигает заинтересованных, скажем так, в хорошем заработке композиторов, но писать, как бы и посвящать, и зарабатывать. Потому что творчество, оно, конечно, вдохновенно, оно идет из души, но не едиными порывами душевными. Но в 2003 году не было никаких премий. Нет, там, скажем так, цена этой премии была настолько низкая, что я когда завершил, это всегда подумал, подожду. Потом я ждал несколько лет, пока наконец-то не появились в министерстве нашем, значит, в администрации, не появились какие-то средства, не увеличили эту премию до хотя бы там $500 000. Вот. Ну, вот так вот и жду до сих пор. Но сочинение осталось как такая, как бы, частичка моей биографии, желание включиться во всеобщее салаватопочитание. Оно было у меня всегда. Я любил идти вместе с людьми. Раньше ведь демонстрации можно было делать. Как все, так и я. Я старался был вместе с народом, вместе с творческими коллективами. Это потом уже я вдруг понял, что я не баран и не собираюсь, что называется, стадом ходить и что-то делать. Но в этой симфонии опус 58 я искренне, значит, верил и был убежден, что большой очень вклад в формирование единого менталитета, единого народа башкирского, какое-то объединение различных племен внесла и эта история с Салаватом Юлаевым. И я до сих пор считаю, что он самый выдающийся герой, но не потому, что он участвовал в каких-то вот этих самых антигосударственных, что называется, действиях. Был сподвижником преступника Емельки Пугачева, который назвал себя царем. Самое интересное, что потом, после написания симфонии, я вдруг стал мыслить совершенно по-другому.
у меня появилось такое ощущение, что вообще Салават Юлаев, это же был молодой человек, молодой, энергичный, очень сильный человек, который был обижен, ну, на какие-то там, да скажу конкретно, вотчинное право было нарушено, какая-то часть земли была забрана у его отца, и, естественно, это все до глубины души оскорбило, видимо, сына. И он, как истинный сын своего отца, хотел бороться с этим. А так как появился вот этот самый человек, который наморочил голову и сказал, что он, значит, истинный царь, а там немецкая, значит, поддельная царица Екатерина. В общем, вся эта история, конечно, интересна. И вот с теперешнего взгляда, когда я смотрю, как Российской империей правили немцы, правили Рюриковичи, ну, кто угодно, только не, собственно, русские бояре, русский народ. В общем, все это достаточно весело. Вот. А представление о Салавате Юлаеве как о таком герое у меня тоже померкло со временем. Я ко всему стал относиться скептически. И, в общем, молодой человек, я бы сказал, совращенный. Это совращение малолетних называется. Емелькой, да, Растригой, Емельяном Пугачевым, вовлекший в преступную банду и назвавшийся себя царем Иваном Третьим истинным. Ну, в общем, вся эта билиберда, она, конечно, в наших учебниках описывается как что-то такое сакральное, что-то очень важное, очень историческое. Ну, стоят памятники, и я считаю, что стоят справедливо не потому, что он участвовал в этом антигосударственном мероприятии, и бил на самом деле немцев, потому что большинство екатерининских офицеров были немцы, Кондорф, там другие, ну, вот, можно посмотреть. По этому поводу я даже вспоминаю один анекдот. Когда студент на полном серьезе, я у него спрашиваю, с кем боролся Салават Юлаев, и он говорит, с немцами. Вот. Я, в общем-то, конечно, был ошарашен такой глубиной мысли, потому что он, видимо, вообще не разобрался, где у нас, значит, 17 век, где у нас война 41-45 года, ну, с кем мы воевали, там, вот это. Но в этой, значит, глупости есть одна сокровенная деталь. Он действительно еще тогда, Салават Юлаев, уже боролся, что называется, с будущими немцами, но тогда немецкие офицеры были на службе у Екатеринской, значит, Екатерины II. Ну, в общем, все это достаточно веселая история. Она вся исковеркана, так как преподается в учебниках, она, конечно, подана, ну, скажем так, выхолощена и не столь весело и шутливо, как я вам рассказываю. Вообще, роль Салавата Юлаева прежде всего в том, что он объединил все народы. Вот его воззвание, ну, мы знаем его песни, мы знаем его творчество. За что мы уважаем и ценим этого молодого человека? За то, что он прежде всего создал выдающиеся стихи, создал выдающуюся музыку, он оставил культуру, а самое главное, он объединил, потому что в своих воззваниях он говорил, что все народы, населяющие территорию Южного Урала, они должны жить в мире, в дружбе. Вообще башкиры всегда были очень гостеприимные, они принимали здесь всех людей, и хотя иногда были, конечно, нарушения вотчинного права, кто-то несправедливо там занимал чужие земли, и, в общем, находился общий язык. Приходили сюда и староверы, приходили сюда и народы близлежащие, и из Чувашии, у нас чувашские есть деревни, марийские деревни, разнообразные, значит, русские деревни, даже немецкие, польские конфедераты после вот этих всех страшных погромов в Польше были высланы, вся элита, вся лучший цвет Польши. И здесь, в общем-то, довольно-таки неплохой генотип. Вот эти польские аристократы оставили после себя хороший след генетический. Есть много талантливых, гениальных, значит, ребят. Это плод смешанных браков польских конфедератов. Здесь есть замечательные, очень добропорядочные, значит, вот староверы. К этому имеет отношение и моя супруга Татьяна Александровна, по одной линии она староверского рода. Она говорит, ничего не говори. Ну, в общем, конечно, о Салавате Юлаеве можно говорить было бы много. В симфонии я выразил самое главное. Я вначале показал вот молодого человека, полного энергии и сил, который создал основы культуры, основы, значит, музыкальные, поэтические. Там использована в симфонии одна из тем Салават. Вообще, песен о Салавате Юлаеве в народе очень много.
Есть очень яркие две. И вот как раз наиболее яркие нам использованы в середине в качестве второй побочной партии элемент. Он написан для голоса или для курая. То есть в симфоническом оркестре я использую традиционные башкирские народные инструменты, вот вокализацию башкирскую с ее интонациями. С вокальной версии у нас эту симфонию исполнили в Институте искусств. Тогда еще я дирижировал сам, но симфонию с голосом исполнил, есть у нас дирижер духового оркестра Фарид Идрисов. Вот он вместе с Лилией Расулевой. Лилия Расулева прекрасно исполнила партию голоса, но более интересное исполнение, наверное, это... Значит, вот я сейчас показываю по телевизору, это исполнение Раушаном Якуповым в концертном зале училища искусств. Это замечательный дирижер, он у нас был главным дирижером НСО, почему-то он исчез. Вообще у нас очень большая тенденция менять хороших дирижеров, таких как выдающийся Сулейманов или Якупов, на каких-то дирижеров пришлых и не самых гениальных. Почему подобная тенденция, мне непонятно, но это, в общем-то, прерогатива Министерства культуры. Какой министр, такие дирижеры, скажем так. В общем, Якупов, конечно, справился с поставленной задачей, он прекрасно ее исполнил, но это было уже третье или четвертое исполнение. До этого исполнил, значит, я сам, потом Фарид Идрисов исполнил, потом, значит, после этого было еще, мне кажется... Это с кураем. Да, здесь, кстати, заболел исполнитель, вокалист, и партию голоса выполнил кураист, замечательный наш кураист, он заведующий кафедрой и концертмейстер Кураев в НОНе, то есть в Национальном народном оркестре, Гайсаров, да. Здесь в титрах это все прозвучит. Сейчас посмотрим, наверное, где-то это есть. Сейчас я немножко полистаю, посмотрю. Так, песня Салавата Юлаева. Угу. Так. Раушан Якупов дирижирует. Вот. Партия Курай Кубыза. Значит, Гайсаров, Артур Гайсаров. Мне кажется, что это самое, пожалуй, удачное из последних исполнений 4-й симфонии. После этого я отправлял эту симфонию на различные конкурсы, но более удачного варианта у меня записи нет. Я, может быть, поставлю кусочек в конце нашей беседы, кусочек собственного исполнения. Я также немножко учился дирижированию и одно время страстно стремился дирижировать своими сочинениями. Но вот именно на 4-й симфонии я понял, что исполнять должны музыку композитора и его мысли, должны отражать другие люди. Они смотрят на то, что ты написал, другими глазами, находят новые краски, и вообще только тогда сочинение будет жить, мне так показалось, если его будут исполнять другие оркестры, другие дирижеры. Но те огромные надежды, которые я возлагал на 4-ю симфонию, что, может быть, ее исполнят с удовольствием в Казани или еще где-то, они не оправдались, потому что другие оркестры, другие народы не понимают нашу такую яростную заинтересованность Салаватом Юлаевым. И вот как бы наши исторические традиции, наши исторические корни, они интересны только в Уфе, в Башкортостане, только для тех, кто к этому имеет прямое отношение. Ну, так или иначе, вот настоящий башкирский дирижер, каким является Раушан Якупов, хотя вот тоже еще один парадокс, связанный с исполнениями, он почему-то работает где угодно, только не в Башкирии. Вот он в Перми работает в Оренбурге сейчас. Вот. Тоже это достаточно парадоксальное явление. В башкирском народе ведь не так много талантливых людей, я бы назвал единицы. Но это давно уже пошло такое со времен
наших диссидентов, которые вечно уезжали куда-то, и выдающийся, допустим, дизайнер-архитектор Ришат Муллагельдин живет в Японии, тоже из башкирской деревни, настоящий такой национальный герой. Ну, в общем, парадоксально, но лучшие скрипачи у нас могут уехать легко. Это не только Башкирия, но и Россия, можно Да, сказать. да, это в целом, конечно, в России. Да. Выдающаяся там скрипачка Мисаяба, она в США. Ну, в общем, как-то так. У нас народ разбредается. И, конечно же, было бы совсем неплохо, если бы кто-то мог сконсолидировать все лучшие силы, собрать их на, значит, площадках Уфы, чтобы можно было исполнить. У меня много есть интересных сочинений, где требовались бы сильнейшие скрипачи, сильнейшие дирижеры, но возможности это все реализовать нет. И вот эта моя привычка с детства все делать самому, своими руками, переписывать ноты, оркестровать, инструментовать. И самое главное, заниматься вот рутинной работой, такой как репетиции, переписка партии, которая занимает огромное-огромное время. Никто мне в этом деле не поможет, потому что я считаю вот так, хочешь сделать хорошо, сделай сам. И все делал всегда сам писал, сам репетировал, сам дирижировал, сам распечатывал за свои деньги партии. Но зато это имело какой-то успех в том смысле, что произведения мои приобретались в Министерстве культуры. В ту эпоху, почему, кстати, тоже Салавату Юлаеву? Там был какой-то конкурс объявлен, был юбилей Салавата Юлаева. Я это все предлагал, все это достаточно по высоким рассадкам было приобретено. И для того, чтобы писать следующие симфонии, требуется, чтобы была какая-то оплата. И если, допустим, сравнивать те времена, 3, 4, 5 года, с современными временами, я скажу, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Сейчас средства остаточные, минимальные, нас никак не заинтересовывает в том, чтобы работать по-крупному, писать оперы, балеты, симфонии. Все пробавляются мелочью всякой. И, в общем, даже уже в Союзе... В общем, цена работы композитора равна работе дворника. Да. Кстати, вот здесь и правильно подсказывает. Мы посчитали. Значит, если вспомнить, сколько, допустим, мне заплатили за 8-ю симфонию, там что-то такое, 75, что ли, 80. Раньше хотя бы ниже 100 не было, тысяч, да? По нашим ценам. Сейчас вот зарплата дворника в Москве, да, точно такая же. Вот, пожалуйста, дворник в месяц зарабатывает столько, сколько композитор, упорно трудящийся, зарабатывает за 1,5 года работы. Сколько требуется времени написать симфонию? Ну, вот если даже на скорую, так вот, что называется, авралом, то эту симфонию, кажется, 1,5 или 2 года я писал. И еще налог возьмут. Да, конечно. Ну, в общем, конечно, здесь возникал тот самый момент, если вы помните, 3-й год, некоторые экономические трудности, и каждый старался где-то заработать, подработать. Я занимался абсолютно всем, чем было только возможно. Хорошо, что у меня много всяких специальностей. Я в свое время учился всему. Ну и занимался скульптурой в детстве, вообще вот в школе искусств занимался, там в каких-то конкурсах участвовал, занимал первые места, там Кремль слепил из пластилина, занимался живописью, занимался музыкой, у отца я танцевал, занимался вот такими характерными танцами, балетом, ну в общем всем. Чем можно было. И... Ну, ты же пишешь музыку, все равно это твое призвание. Человек не может отказаться от своего таланта. Как ученый создает, просто это ему интересно. Ну, это правда, но могу сказать, что я бы, может, с большим желанием писал бы научные работы, писал бы какие-то диссертации, занимался бы историей, занимался бы дизайном и такими вещами, которые бы, ну, скажем так, оказывали на науку республики какое-то воздействие. Но это настолько низко оплачивается, настолько это бессмысленный мартышкин труд, что вот в написании, скажем так, симфонии получается при всей парадоксальности более заинтересован я. Ну и, конечно же, в связи с тем, что это как-то востребовано, эта ниша не занята. Но ты пишешь крупные произведения, да, поэтому... Я здесь никак не халтурю, я не пишу всякие песнюшки, как у нас некоторые члены, в кавычках возьмем, Союза композиторов, пишут песнюшки и говорят, что вот народу нужны песни. Но если бы
такие песни, которые приобретаются, были нужны народу, то я думаю, что народ бы сам написал такие песни. И, кстати, многие талантливые ребята пишут, это не проблема. Профессионал везде должен делать что-то крупное. Если ты скульптор, делай грандиозный памятник размером на, как минимум в 3 метра высотой. Если пишешь музыку, делай что-то крупное, как минимум, не 3 метра, но вот симфония, да, полчаса музыки. Что-то такое, что не может сделать никто. А значит, вот слепить маленькую фигурку и изобразить из себя, ну, скажем, дизайнера или написать песнюшку и называть себя композитором, ну, это, знаете, конечно, профанация в области искусства. Я считаю, что профессионал, конечно же, должен быть профессионалом. Он должен понимать, как выглядит крупное, выдающееся, серьезное искусство, о чем оно говорит. Кстати, мы совершенно не поговорили, о чем говорит эта симфония. Ну, давайте я расскажу. Молодой Салават, полон сил, он хочет справедливости. Он хочет, чтобы край его был счастлив и процветаем. Он стремится в своих воззваниях к тому, чтобы люди, живущие на Южном Урале, жили вместе, жили дружно, и чтобы их не забирали, не допускали, допустим, незаконные нарушения вотчинного права, то есть не забирали территорию, землю под строительство каких-то вот заводов, каких-то, значит, вещей. В общем, он боролся за то, за что боремся мы сейчас. В общем, актуальность осталась. Актуальность осталась. Мы сейчас тоже говорим о том, что, ну вот, там оставили серу, там Сибай, там Пуштау, там еще что-то. Вот ничего не поменялось, прошло 300 лет. Да, ничего не меняется. И поэтому он, в общем, актуален и героем остается. Некоторые посмеиваются, что у нас везде Салават Юлаев. Да. Ну, вот так, эта судьба, он в себе отразил судьбу народа Южного Урала. Это не значит, вот именно вот иногда я не люблю голый национализм. Конечно же, коренной народ башкиры, но на этой территории были приглашены, жили или сосланы сюда народы различные. Они обогатили культуру республики, они являются, ну, иногда звездами нашей культуры. И вот так обособляться, как некоторые есть такие, значит, африканские страны, которые считают, что если ты не представитель Зулу, значит, ты вообще не, значит, не африканец. Это, конечно, вот такая вот глупость. Если мы вспомним законы древние, со времен еще Великой Ясы, золотоордынских периодов, то коренным народом или жителем народом считался каждый, у кого дедушка родился здесь. Понимаете, если ты родился на этой территории, если ты прожил хотя бы 2 поколения, ты являешься коренным жителем, то есть, собственно, башкиром. Если мы вспомним многие, значит, князья башкирские, они ведь были тоже, их предки прибыли сюда. Но копнись дальше, так великое переселение народов. Откуда вообще пошли рода башкирские? Они же все, это те самые племена, которые когда-то кочевали по огромной степи от Аравийского полуострова до, значит, Монголии. Ну вот осели здесь, собрались вместе, объединились в какую-то единую нацию. Ну, в общем, это, конечно же, объединенное явление, таким оно и остается, и продолжает развиваться. Так что вот такое более правильное понимание, которое было не только, я думаю, нашего героя Салавата Юлаева, я и проповедовал в этой музыке. А закончил я симфонию гимном, всем известным гимном Салавата Юлаева. Мы можем даже здесь его как бы озвучить. Если вы вспомните, у нас радио позывные. Так, немножко промахнулся. Ну вот он, этот гимн. Там немножко ошиблись трубы, немножко ошиблись волторны. Ведь судьба Салавата Юлаева трагична. Да, конечно, не все так, значит, юмористично, как я здесь рассказал. Судьба, да. Трагично именно потому, что народ не един. Древние какие-то вот распри между племенами, все, оно, конечно, приводит к слабости, к неединению, каким-то, может быть, даже и предательству.
В чем здесь проблема? Проблема в том, что люди и тогда, и сейчас не понимали, что только в единении, только в объединении со всеми соседями, вне зависимости от того, какие это чувашские, башкирские, татарские, русские деревни, в объединении есть сила. Есть сила, она объединяет и она позволяет делать, скажем, каждый народ более богатым, более защищенным от какой-то несправедливости. А вот когда все деревни рассобщены, все народы, населяющие Южный Урал, как-то немножко друг друга, ну, скажем так, недолюбливают или критикуют, в результате таким народам очень легко приходить, там, их оббирать, разделяй и властвуй. Да, древняя традиция, она, конечно, не позволила объединиться на Южном Урале в какой-то мощный государственный, в государственное объединение. Ну и единственное, что могли сделать, это просто пойти к великому белому царю, несколько там племен, и войти в состав российского государства. Уже хотя бы какое-то объединение, какой-то порядок был. До этого тоже был порядок, и также объединились в составе империи там, Чингисхана. Вот. Но сделать самостоятельное и достаточно монолитное объединение, для этого, конечно, нужен более высокий философский, интеллектуальный уровень. Ну, как, допустим, в Прибалтике, небольшие народы, меньше, чем наши народы Урала, да, объединились настолько прочные на государственное образование, что являются такими звездами Евросоюза. Ну, они как раз очень такие националисты. Да, и даже нет, они против неправда. смешанных браков. Ну, это да, потому что это маленькие народы. Там процесс консолидации и объединения прошел давно. И прошел благополучно. Очень давно. Прошел благополучно. Вот. И поэтому они хотят сохранять свою идентичность. Это другое. Но в этом мы можем найти только, то есть в качестве опыта, мы можем найти только один момент. Стремись сохранить культуру своего региона, ведь на самом деле и эстонцы, и латвийцы, это тоже разные первоначально племена, и они тоже имели различные взгляды на кто здесь, что называется, кто главнее, всегда обычно кто в доме хозяин, да? Но они же нашли, что называется, компромисс внутри и нашли способ объединиться. Они нашли против кого бороться. Да, они нашли против кого бороться. Да. Не против кого бороться, а они нашли, скажем так, идентичность и нашли корни свои. Корни они нашли в своей культуре, в своей истории древней. Ну, чего я бы желал и всем народам, населяющим нашу, значит, великую страну. Потому что сильная, великая страна, она должна состоять из сильных и великих республик. Вот это понимание, мне кажется, придет со временем и поймут, в чем отличается, ну скажем так, сепаратизм, там, национализм от элементарного стремления сохранить культуру и сделать свой, значит, регион, свою территорию более богатой и более чистой. Чистой в каком смысле? В экологическом смысле, в смысле чистоты природы, чистоты берегов. У нас же, знаете, как вот промышленность такая бесхозная, какие-то все люди, промышленники, они временщики. Пришел, нагадил, не убрал за собой, ушел. А огромные горы серы оставили что-то такое. Ну вот это вот как раз то, против чего в симфонии, значит, песнь Салавату Юлаеву я хотел сказать, вот в основном, в целом. Так. Спасибо за внимание.